В преддверии сегодняшнего концерта, как развивались события, меня сегодня спросили, как вы птиц-то пригласили. Все очень просто. Мне написали ВКонтакте, что очень хотим услышать наших любимых птичек. Так и было написано, любимых птичек Таллы-Бурдо. И мы с Мариной созвонились с Анниковой, руководителя птиц Таллы-Бурдо, и у нас все получилось. Поэтому в новом формате, уже в новом году, чувствуете, да? С рождественским настроением, я думаю, сегодня будут такие тоже и рождественские песни, они обещали что-то такое. У них немножко изменился состав по сравнению с прошлым концертом, который был у нас в парк-кафе в школе искусств номер 2. Год назад, да, кстати, год назад. Бас-гитаристка у них сейчас в декретном отпуске, и ее заменяет Глеб Слейтев, замечательный музыкант. Я думаю, что вы получите массу удовольствия от прослушивания сегодняшнего концерта. Ну что, анонсы сказал, встречаемся здесь. Как вообще ощущения от ресторана? Ну все, значит, будем думать, как дальше договариваться. Итак, встречаем коллектив из города Ижевска, наши друзья, любимые девчонки в основном, но Глеб у них. Итак, птица Таллы-Бурдо. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень радостно, приятно вас видеть в таком обновленном пространстве. Для вас сегодня это эксперимент, для нас тоже эксперимент. Если вам захочется поменять место дислокации и сесть куда-нибудь в другое место, мне кажется, это вполне возможно, потому что, как я смотрю, большая часть людей прямо на нас будет в профиль всю дорогу наблюдать. Если это нормально, то здесь такое пространство свободное, мне понравилось оно. Хотелось бы, чтобы сегодня у нас тоже так мягко, свободно прошла наша с вами встреча. Как говорилось в анонсе, уникальная встреча под эгидой Рождества. Когда сейчас время это колядное время, очень светлое, наполненное, наполняющее нас новыми потоками, энергетическими зарядками на целый год. И поскольку это бар-кафе, где очень важно слово, мы сегодня решили сделать такой упор на поэзию. И хотелось бы почитать вам, не только попеть, но и почитать вам стихов удмуртских авторов, стихов ижевских авторов. И начинаем мы со стиха. Да, и да. Кроме стихов мы еще вам привезли посмотреть сборники современной удмуртской поэзии. Там журнал «Луч», даже кто-то может, если захочет, приобрести себе. Посмотрите, подходите. И там есть еще замечательные открытки, фотографии и открытки с картинами ижевского художника Жени Чутья. В последнем номере «Луча» здесь есть? Да. Есть, да? Там две большие замечательные статьи про наших друзей, про Владимира Мирошкина и про Сергея Ищенко. Огромные статьи. Сегодня песни Сережки мы тоже попоем. В общем-то, и помолясь начнем. Мы поздравляем вас с Рождеством и приглашаем с нами совершить длинное, но, надеюсь, мягкое и увлекательное путешествие. Волшебное рождественское. Поэт Катька Растегаева. Екатерина родилась и выросла в Ижевске, окончила филфак УДГУ, преподавала русский язык в школе. Популярность пришла к Екатерине, взявшей себе псевдоним Катька Растегаева, после публикации ее стихов ВКонтакте и на портале Стихи.ру. Рождество. Над заброшенной хижиной вспыхнул далекий свет, и очнулся нехоженный, будто бы спящий снег, засверкав перламутром подвижных своих чешуй, и пролег под ногами едва различимый путь. И раздался в ночной тишине долгожданный крик, и был светел и кроток младенческий нежный лик, и был краток ангел, спустившись с глубин небес, и был черен лес, и черным остался лес.
это было давно, и воздух дышал волшебством, и один за другим по тропинке люди входили в дом. И над домом сияла, себя распахнув, звезда. У звезды и младенца были твои глаза. Это было давно, настолько, что все превратилось в лед. И в заброшенной хижине, слышишь, больше никто не живет. И пропавшую ищут веками по всей земле, а она в тебе, все время была в тебе. Илья Марков. Рождество 2021. И вол дышал, и осел дышал, сплотились тесней овечки. В пространстве, в котором никто не спал, младенец светился свечкой. Прозрачный, чистый, как перламутр, рожденный в хлеву в пещере, он был не по возрасту добр и мудр, и многое знал о вере. Чтоб к душам людей проложить мосты, любить их пристально, сильно, Отец из облачной высоты звездою смотрел на Сына. Восток
Толя Вагон. Какое мягкое нынче выдалась зима. Уже декабрь, а еще и не было за 30. А снег деревья целовал и обнимал, и обещал в июле им присниться. А ты хранила целый мир в своих руках. Куда шагал я, сам не ведая об этом, через года. По пояс в песнях да стихах, обласканной зимой, любимый летом. Да, в наших песнях все известно наперед, и снег на ветках все прекрасно понимал. О чем молчит ручей, о чем снегирь поет. Какое теплое нынче выдалась зима. Oh
интонацию инструмента вам, например, кажется слишком многовато или громковато, вы говорите, пожалуйста, потому что мы так в процессе, у нас для нас сегодня эксперимент этот зал, и мы хотели бы обратную связь. Все нормально вам? Хорошо слышно? Ничего лишнего нет, ничего не давит. Хорошо. Александр Коромыслов, станция Овоткинске. Ты узок вширь и мелок в глубину, как фотка, у которой жил я в детстве. Любимый город, воткнутый в страну, флажочком в карту самых разных действий. Твой мирный шум работы на войну не перекроет и Чайковский даже. Любимый город, вотканный в страну, суровой ниткой ласковую пряжу. Здесь много пьют, идя с небес ко дну, хотя имеют мало на карманах. О, город, город, воткнутый в страну, немытым шприцем в руку наркоману. Здесь много любят друга и жену. Враги подавно, не милы, но любы. О, город, город, воткнутый в страну, немытым удом. Дальше слишком грубо. Зачем тревожить внешнюю струну, когда внутри звучит? Все понимаем. Любимый город, вотканный в страну, реальной планкой ткань покрова майи. Прозвучала до этого песня Марии Кулихиной, рождественская. Сейчас прозвучит песня Дмитрия Манылова «Нет автобуса на Илье». Нет автобуса, 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 Уже 15 автобуса не было. нет автобуса, 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 встречались здесь. Год назад. Ой, это здорово! Нет автобуса, нет автобуса, нет автобуса, нет автобуса. Нет автобуса по линии, не уехать никуда. Покупайте апельсины и лимон, и ром, и вино. Нет автобуса по линии, не уехать никуда. Разрушают на водителей новогоднюю идиллию. Нет автобуса на линии, не уехать никуда. У растрепанной кухарки, как всегда, на кухне жарко. Новогодние подарки приготовим для него. Мы не будем ждать автобуса, ни о чем не беспокоясь. Мы зашагаем хоть на полюс, мы хоть на полюс здесь поем. Никуда Кажется, идет. Катька Растегаева, река. И Талмас в этот вечер снова пошла к реке. А в реке воды на порядок меньше вопросов в ее руке. А реке не хватает воздуха,
Как ей не хватает слов. И река каждый вечер выходит из берегов. И река каждый вечер топит ее венки, наполняя ладони илом, осиной позвонки. И по тонким прозрачным венам ее распростертых рук полумертвые рыбы к полуживым плывут. И толма сгорела и стыла, стыла, горела, ждала, а ее наполняли годы, множили зеркала, расплетали ветра, и туман не касался ног, и внутри и снаружи было холодно и темно, потому что сколько ни жди, все заберет река, перепутав страницы и даты историй из дневника. И Талмас в этот вечер снова идет к реке, рассыпаясь прахом, как желтые пятна в ее венке.
энергосберегающими. Дети не бывают энергосберегающими. Они отдают себя без остатка, ни о чем не жалея, ничего не утаивая. Но если у тебя энергосберегающее сердце, ты можешь продержаться довольно долго при минимальном потреблении энергии. Согреть или даже ослепить кого-то, свет может быть белым, магнитным, ярким, но если не весь, это сразу видно. Боится остаться ни с чем, способный на большее, и ставит фильтр. Береженого Бог бережет, говорила лампа дневного света. Но звезды ее не слушали, и дети ее не слышали. Вопреки законам физики, скакали выше головы. Такая мудрость сгодится для подвала или подсобного помещения. Планету скупым лучом не согреешь. Большие дела не проходят без риска, и само понятие энергосберегающее солнце лишено всякого смысла. Солнца не бывает, ветры не бывают, реки не бывают такими. Юрий Пражник. А сейчас прозвучит песня Сергея Ищенко, называется «На мой дирижер». А до этого прозвучала песня «Остров», которая написана стихи саратовской поэтессы Зинаиды Сарсацких. Сейчас мой дирижер Сергей Ищенко.
Ваня Репин. Поезд Тересполь-Брест. Перемешаны города, раскиданы по клеткам тела. Нет, я не еду в Россию, а едешь куда? Из Тересполя в Брест. Смело. У меня безязычие, у меня безголосие живота. У меня в животе маленькие удмурты, кот без хвоста, сито без решета. Через границу люди везут продукты, напротив цыганские дети сидят гирляндой. Поезд Тересполь-Брест, 2 таможенных пункта, а я сердце везу контрабандой. Беларусь шелестит каштанами, приглашает и ждет. Кто-то играет с картами, кто-то играет странами, кто-то сидит с цыганами, кто-то пьет. Нет, я не еду в Россию, а едешь куда? У меня в животе удмурты, у меня безголосие живота. Ватикан, Сердечников. Юрий Граждан. Все они обижаются, холодной водой обливаются.
Жалуются, что на улице не натоплено, что в зимнем лесу дороги не чищены, и звери все дикие, невоспитанные. И куда только Господь смотрит, совсем не думает о людях, не справляется с управлением. Вот в цивилизованных вселенных там все культурно, достойный уровень вечности. С Рождеством, Сергей Ищенко. Что слышно, или не слышно, или слышно, может, такая радость, что не стать, как правде сказано больше, чем на бумаге где-то с Рождеством. Серьезно, я не заметил, эти качаются по снегу новых крыш. Послушай, в каждой работе должен быть пепел и усталость. С Рождеством! Твой привет останется со мной. Черно-белом берегом С Рождеством! Кузибай Герд. Для тех, кто зимою скучал, о солнце скучал и мечтал, в подвалах свой век коротал, и воздух тяжелый вздыхал, сияет солнце. Для тех, кто в разлуке большой с друзьями, с родимой семьей, кто жадно стремился домой и плакал ночами зимой, бегут ручьи. Для тех, кто о песнях скучал и свои составлял, и в зимние ночи певал, лишь сердце свое надрывал, поют скворцы. Для тех, кто обижен судьбой, тяжелой жизнью слепой, чьи грезы о жизни иной, о счастье убиты зимой, идет весна.
Виченко, Горленко. Ашачи Аки. Хоть мотылек моя душа, зачем ее поранены крыла? Хоть сердце мелодично, точно клещ, зачем его оборвана струна? Хотя мечта, как золота струя, зачем цепями скована она? Как у вас дела? Не хотите ли вы большой перерывчик? Или нормально идет все? А? Мы такой, а вот вы такая. Хорошо сидим? Ну, глядите, мы только на половине путешествия. Продолжаем тогда. Итак, Анастасия Шумилова. Так, правильно, да? Я? Нет, неправильно. Правильно. Нет, неправильно еще. Еще одна будет вещь. Да? Да, еще есть одна. Еще есть луна. Кто перед мной? Нет, ну а потом, да. Хорошо. Анастасия Шумилова.
Представитель молодого поколения удмуртских поэтов. Родилась в деревне Орлова Малопургинского района в 1991 года. В настоящее время корреспондент газеты «Удмурт Дунне». Кышнопалан важе кубы сквара, балкон гусочки мыл лемлет чине, кинке эрик шамыш марке вера, кинке суридаса пуке кинем. На кухне льются звуки кубыза, балкон туманится розовым дымом. Кто-то что-то рассказывает о свободе, кто-то рисует лист конопли. Туринква чай но чалес мусу, кубы сквара юичку мы. Мони джигертисам мусо пияшки лбу пилямлидже. Поте імдирйосли солен імдирйосис борды лекем. Травяной чай, кисловатую медовуху, звуки кубыза мы пьем. Меня обняв, милый парень, стихи мне шепчет в ухо. Хочется губы к его губам приклеить. Ному соїдиє приставка пост. Для киличко кильйоз борди. Порме, постетно, постфутура, постневроз, постзерпальйоз, кужилійоз бидза. Чишне постмодернізм, постудмуртйоз кошко, постпыжьосы, посткам кузя. Но я вместо этого приставку «пост» приклеиваю к словам. Получается постэтно, постфутура, постневроз, постзерпалы размером с муравьев, гниет постмодернизм, постудмурты уходят на постладьях по посткаме. Шван Крещ. Свадебный напев «Кровени жениха». И тема Андрея Колпакова «Заброшенный парк». Седьмой. Кто? Седьмой. Шудеве, 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 чуан, ван, верайно. Є пішу віса, я лено,